В Ингушетии пекут самый доступный хлеб в стране. Это следует из рейтинга регионов по индексу хлеба, составленному журналистами Байкал-Дели. Второе и третье место в списке заняли город Севастополь и Чеченская Республика, а самый дорогой хлеб в Ненецком автономном округе. Хадижа Чепанова продолжит тему. Хлеб всему голова, мы слышим с детства, но в суете насколько задумываемся над этими словами. А ведь действительно хлеб – один из основных товаров народного потребления, и его подорожание россияне переносят наиболее болезненно. Хлеб и хлебобулочные изделия сегодня широко доступны. Зайди в любую булочную или магазин, и перед твоими глазами окажется большой ассортимент этого продукта. Но мало кому известно, что самые низкие цены на хлеб представлены именно в нашем регионе. Средняя стоимость килограмма хлеба в нашей республике составляет 33 рубля 70 копеек. Для сравнения, в Ненецком автономном округе за основной продукт в том же весе граждане платят порядка 150 рублей. А связана такая разница в ценах с высокой производительностью местных аграриев и высокой конкурентоспособностью производителей Ингушетии. Учитывая специфику нашего региона, у нас более аграрный регион, и у нас очень много производителей хлеба, хлебобулочных изделий. Согласно последнему нашему мониторингу рынка, у нас очень насыщенный рынок и высококонкурентным является он. И очень много производителей. И здоровая конкуренция, как всегда, она рождает лучшее предложение, лучшее качество. Поэтому в нашем субъекте из-за здоровой конкуренции, из-за обилия производителей, и складывается такая цена, удобная цена для потребителя. Сотрудники регионального отделения Федеральной антимонопольной службы строго следят за рыночными ценами. Ежемесячный мониторинг показывает, что стоимость хлеба в Ингушетии сохраняет стабильность. У нас есть и статья 10 Закона о защите конкуренции и злоупотребления доминирующим положением. У нас есть более серьезная статья, это статья 11 Закона о защите конкуренции, это картельные сговоры. Штрафы там очень серьезные, там от оборота до 15% от оборота может быть, то есть при доходе там, в 15%, допустим, компания может обанкротиться от таких штрафов. Это как бы мера устрашения для потенциальных нарушителей, что нарушать закон в этом случае не стоит. Сейчас в магазинах и супермаркетах можно приобрести хлеб на любой вкус и кошелек. Белый, пшеничный, ржаной, с отрубями, диетический, приправленный изюмом или орехами. Выпечка хлеба – удивительный и красивый процесс. При этом каждый пекарь применяет свою технологию. Вика, ну расскажите, что это у вас сейчас здесь выпекается? В данный момент мы растаиваем хлеб, который называется красивый. Вот я вам его покажу. Он пользуется своим особым спросом. Хлеб пышный, мы отпекаем его на молоке. То есть у него есть свои прелести и вкусовые качества. Также мы делаем хлеб ржаной, который мы делаем вручную, а хлеб делается на закваске. Тут свои хитрости, свои какие-то моменты особенные. Манящий аромат и незабываемый теплый вкус. Вот он, результат стараний всех хлебобулочных заводов и пекарен. За качественные продукты заплатить кровно заработанные не жалко. Ведь хороший хлеб всегда был символом благополучия народа. Чем ниже его стоимость, тем более устойчива экономика региона. Хадижа Чепанова, Исмаил Сагов, Наиб Сычуев, Вести Ингушетии.